Восьмой международный Санкт-Петербургский культурный форум вновь объединил десятки тысяч участников из 96 стран мира, экспертов в области культуры, выдающихся артистов театра и оперы, именитых музыкантов и режиссеров, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. И вот уже шестой год подряд в этом форуме принимала участие и делегация Республики Абхазия. Данная площадка уникальна, поскольку здесь обсуждаются самые актуальные темы в области культуры и даются старты новым проектам, отметила министр культуры Эльвира Арсаля, подводя итоги прошедшего мероприятия. Общение, встречи в самом разном формате, они, конечно, дают нам возможность участвовать в тех мероприятиях, где сегодня говорят о глобальной мировой повестке в культурном мире. Тема этого форума, она была очень интересная, как сохранить культурный код в условиях глобализации. Тема эта оказалась актуальна практически для всех стран-участников, потому что меняются работы, механизмы работы институтов культуры. И, конечно, очень многие думают о том, как адаптировать имеющийся опыт. В рамках международного форума министры культуры Абхазии и России подписали программу сотрудничества на 2020-2022 годы и план сотрудничества на 2020 год. Подписание данного соглашения станет определяющим в развитии культурных связей между двумя странами. Что дает нам программа сотрудничества? Она дает возможность прямого взаимодействия учреждений культуры, творческих организаций, независимых проектов, которые получают поддержку, реализацию проектов на самом высоком уровне, если они, естественно, ссылаются на основные положения этой программы. Что дает нам план сотрудничества 2020 года? Что нового произойдет? Каждый год мы основной компонент сохраняем. Наш приоритет, конечно, это сохранение историко-культурного наследия. У нас на будущий год стоит конференция. Также по линии федеральной гастролей к нам в Абхазию приедет театр. О том, какой театр и какие коллективы, мы сможем сказать уже, когда наш план получит такое вот практическое продолжение уже в 2020 году. Эльвира Арсаля также отметила, что в рамках плана сотрудничества запланированы мастер-классы и семинары для учащихся художественной и музыкальной школ. Кроме того, участниками культурных сезонов станут и работники библиотек. Также в будущем году планируется провести выставку работ абхазских художников и фотографов в Москве или Санкт-Петербурге. Исполняющий обязанности замминистра культуры Батал Кубахи отметил, что каждый год на Международном культурном форуме поднимаются очень интересные и актуальные вопросы в области культуры. Обсуждались вопросы контента, глобализации, культурных кодов, какие культурные коды есть. И речь идет о том, как сохранить свое национальное достояние, как сохранить свою идентичность, но при этом быть привлекательным для других, и как взаимодействовать, и какие есть страхи, опасения. Я думаю, что нам было бы тоже очень интересно эти темы дискуссии сделать в Абхазии, потому что у нас всегда есть озабоченность сохранением нашего культурного кода. Но для чего его сохранять? Сохранение культурного кода должно приносить пользу и должно укреплять наши позиции и силы. В рамках форума абхазская делегация также приняла участие в дискуссии «Голос искусства в медиапространстве», где обсуждались проблемы формирования и изменения массового спроса на информацию о культуре, а также способы популяризации искусства в СМИ. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.